В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам об изменении параметров пенсионной системы. Чиновников нужно обучать правильному обращению с гражданами. С такой инициативой выступил якутский премьер Владимир Солодов. 39 молодых семей Мирнинского района получат социальные выплаты на жилье. В Алданском районе проводят профилактическую операцию «Такси». В Нерюнгри рассмотрено 49 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей по фактам употребления алкоголя. Возраст выхода на пенсию для женщин в России должен быть 60 лет вместо предложенных правительством страны 63, для мужчин 65, заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении к россиянам. Глава государства изложил свою позицию по изменениям в пенсионное законодательство. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, до 63 лет. Тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Но так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы. На них, как правило, весь дом. Забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Глава государства также заявил, что предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый опережающий рост. Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%. Что в 2 раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом, в предстоящие 6 лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1000 рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсии для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас, напомню, это 14 144 рубля. В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции. Обращаю внимание, механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект по изменениям пенсионной системы. Это нужно сделать уже к его 2-му чтению в Государственной Думе. В своем телеобращении к россиянам глава государства также акцентировал внимание на том, что решение по пенсиям стало трудным, непростым, но необходимым. Дорогие друзья, как известно, многие эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю. Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере. Самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно все равно придется это сделать. Но чем позже, тем жестче будут эти решения. Без всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня. В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасность страны. Мы должны развиваться, должны преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения. И сегодняшних, и будущих пенсионеров. Предложения, о которых сегодня говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу. Дорогие друзья, я предельно объективно
подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. К другим событиям. Руководитель Республики Саха-Якутия в прямом эфире ответит на вопросы якутян. Прямая линия с Айсеном Николаевым пройдет в субботу, 1 сентября. Начало трансляции в 19:00 по якутскому времени. Руководитель республики ответит на интересующие якутян вопросы, расскажет о путях решения наиболее актуальных проблем и выскажет свое мнение по ключевым направлениям развития Якутии. Трансляция пройдет на телеканалах НВК Саха, Якутия-24, Россия-24, Мамонт и Радио Тетим. Задать вопрос Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию. Это будет первая прямая линия Айсена Николаева на посту руководителя республики. Применить опыт других регионов по обучению чиновников правильному общению с гражданами, предложил исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов. В Якутске прошло заседание проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Якутии. Участники совещания предложили рассмотреть возможность комплексного сопровождения бизнеса в сфере земельно-имущественных отношений. Также была рассмотрена эффективность процедур по регистрации прав собственности и постановке земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования. Ставили вопрос в целом, как наше бизнес-сообщество оценивает деятельность тех участников, это органы по регистрационному учету. Ну и необходимо улучшать межведомственное взаимодействие как между Росреестром и органами власти. Необходимо повышать качество документов градостроительного планирования. Сейчас система новая функционирует уже с августа на территории республики. Федеральная государственная информационная система единая. Оленёкский улус становится промышленным наряду с Ленским, Мирнинским и Алданским. Соглашение о сотрудничестве подписали Алроса и Оленёкский район. Сегодня на территории улуса разведку и добычу рассыпных алмазов ведет компания «Алмазы Анабара». Осваивается там торское месторождение редкоземельных металлов «Восток Инжиниринг». Алроса начинает работы по добыче алмазов на Верхнемунском месторождении. Активную геологоразведку проводит Arctic Capital и Росгеология. Соглашение о сотрудничестве между Алросой и Оленёкским районом будет действовать на весь срок работы компании по лицензии на Верхнемунском месторождении. Конечно, это соглашение является вкладом компании «Алроса» и благодарностью компании «Алроса» за тот вклад, который сделали земляки, каюры в открытие алмазоносных месторождений. Месторождение открыто в том числе и на этой земле. Оно с этого года начинает давать алмазы. И вот начало ознаменовано тем, что мы подписали соглашение о социально-экономическом развитии. Помимо дивидендов будет отдельное соглашение, направленное на повышение уровня благосостояния Оленька. Район динамично развивается. Ежегодно увеличивается численность населения, идет рост по оленям. Мы видим, что район занимает первое место в республике по вводу жилья, это на душу населения. Сегодня смотрели объект 16-квартирный дом. Сегодня будет вводиться детский сад. Начинается строительство школы и сада в Харе-Элахе. В следующем году будет введен этноцентр в Оленьке. Перспективы очень хорошие для района. И важно вот этот темп поддерживать, чтобы мы видели, как район дальше поступательно развивается. В рамках 5-й международной якутской биеннале современного искусства жители Якутска были приглашены на форум городских сообществ. На протяжении 2 дней, 29 и 30 августа, в столице состоятся мастер-классы, семинары и встречи, которые объединят все творческие инициативы. О том, что проходило в первый день форума, расскажет Анастасия Данилова. На площади Орджоникидзе проходит форум городских сообществ «Городская культура». Жители столицы участвуют в открытых лекциях, посвященных вопросам благоустройства. Здесь же проходит выставка геометрии и графики, а также проходят мастер-классы по рисованию и карвингу, фигурной резки по мылу.
Под открытым небом прошли занимательные лекции на тему культурного пространства северного города. Участникам лектории было предложено сформулировать вопросы, которые каким-либо образом рассматривают взаимодействие города и музеев. Вовлеченные эксперты приехали к нам из Санкт-Петербурга. Мы с нашими слушателями попытались выделить и охарактеризовать основные модели взаимодействия музея и города. От диалога, сотрудничества до противостояния, монодискурса. Когда музей пытается выйти за пределы своего пространства, сегодня это достаточно актуальная тенденция, когда музей не ограничивается стенами, а представляет свои проекты, выставки, инсталляции, что угодно за пределами музея. Также в первый день форума было представлено несколько выставок. От работ молодых художников Якутии до арт-объектов известных российских художников. Всех их объединяет одно – видение того, как искусство выходит в город. То есть это какие-то линии, определенные сюжеты, что каждый человек может высказать, да, свое мнение, свое видение. И, по сути, когда мы видим вот свой город, мы наблюдаем и перспективу, и линии, и архитектуру. 30 августа форум продолжит свою работу в крытом экстрим-парке «Арена-31», где пройдет дискуссия на тему современного искусства. Анастасия Данилова, Григорий Хлопков, Якутск. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». 39 молодых семей Мирнинского района получат социальную выплату на жилье. В Балданском районе проводят профилактическую операцию «Такси». В Нерюнгри рассмотрено 49 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей по фактам употребления алкоголя. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. Завтра вступают в силу новые поправки в налоговый кодекс. Они устанавливают, что предприятия должны перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц, а также страховые взносы в специальные фонды. Если в течение 10 дней после установленного срока организация не предоставит расчет по НДФЛ, то налоговый орган может принять решение о приостановке банковских операций этого предприятия. Также изменения коснутся иностранцев, владеющих имуществом в России. 39 молодых семей Мирнинского района получат социальную выплату на жилье. Продолжает действовать долгосрочная муниципальная программа. Общая сумма поддержки не менее 30% от стоимости жилья для тех, кто не имеет детей, и 35% для семей, имеющих одного ребенка или более. Это касается и неполных молодых семей. Отметим, что благодаря программе с 15 по 17 годы в Мирнинском районе улучшила жилищные условия 181 семья. В Балданском районе проводят профилактическую операцию «Такси». Сотрудники госавтоинспекции проверяют легковые автомобили, которые занимаются перевозкой пассажиров. Основная задача – борьба с лицами, которые работают без разрешения и соответствующего оборудования в машине. В Якутске сносят ветхие и аварийные дома. Основные из них находятся в строительном, автодорожном и промышленном округах. Почему к сносу готова только часть домов и что мешает работам, знает Александр Зубехин. Полным ходом идет работа по сносу ветхого аварийного жилья в строительном округе. Это деревянные двухэтажные дома. Они пожароопасны и имеют риск обрушения, в связи с чем представляют опасность для людей. На данный момент 18 опасных для жизни людей зданий уже снесено. В ближайшие дни в мэрии планируют разделаться еще с 30. Однако сложностей на этом этапе избежать не удалось. С выносом коммуникаций низкочастотных линий. Это провода Ростелекома, радиотелефоны, которые идут по крышным помещениям. Хотелось бы, чтобы Ростелеком более профессионально подходил к этому вопросу и мы производили совместные работы вместе. Не только провода мешают работе. Есть проблемы юридического характера. У хозяев некоторых квартир в домах, идущих под снос, и есть задолженность за электроэнергию. Тоже там есть вопросы такие, которые мы не можем. То есть 2 дома точно расселены, но там с отключением немножко заминки происходит. Вот с энергосбытом проблемы. Из-за того, что там у них лицевые счета, задолженности немного стоит. Это семилетки 11, 13, Дзержинского 35, 2, 3 дома. И вот 2 вот этих. Да, конечно, до конца года снесутся эти дома, все равно уйдут. Что касается жильцов расселенных домов, их всех обязаны обеспечить временным кровом. Те, кто дома
которые уже снесены, все жители у нас перемещены, значит, на временное жилье, которое предоставила муниципальная квартира департамент жилищных отношений. Работа по реализации долгосрочной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Якутске продолжается. Александр Зубехин, Дилус Иннокентьев, Якутск. Жители Ленска жалуются на регулярные перебои с электроэнергией. С чем связаны ограничения, узнавала наш корреспондент Светлана Балеева. Да, плановое отключение электроэнергии до 18:00. Потерпите, пожалуйста. Вот уже несколько месяцев на пульт единой диспетчерской службы ежедневно от жителей города и всего района поступают звонки с жалобами на отсутствие электричества, которое происходит по 3, а то 4 раза в неделю и длится весь день. В нашу службу 112, службу ИДДС, поступает огромное количество звонков. Люди, кто возмущены частыми плановыми отключениями электроэнергии, кто относится с пониманием. Мы каждому стараемся донести достоверную информацию, кого успокоить, кому объяснить, для чего это нужно все-таки в будущем. Большая часть жителей возмущена, но есть и те, кто относится с пониманием, ведь мера вынужденная. Ну, я живу по спортивным, тоже отключают. Но люди работают, столбы меняют. Но для нас стараются, чтобы зимой свет был нормальный. А что возмущаться? Хорошо же. Для нас делают все. Свет отключают регулярно, но не по всему городу, а частично. Об этом работники ЗЭС предупреждают жителей заблаговременно. Дают объявления в бегущую строку и в местные СМИ. Все отключения связаны с ремонтом линий электропередач. В этом году запланировано очень много отключений. Это связано с тем, что мы, начиная от подстанции Ленской до центра, все линии электропередач высокого напряжения будем менять на новые опоры уже с использованием железобетонных свай. И провод на СИП, изолированный провод, идет за место голых проводов. На протяжении многих лет такой масштабной реконструкции линий электропередач в районе не проводилось. В начале этого года средства были выделены и началась поэтапная работа, которую планируют завершить до конца сентября. Будет поменено 213 опор и 5 километров линии провода. В данное время в связи с полностью заменой переключить на какие-нибудь другие линии нет возможности. Поэтому планируем работу с утра до вечера, световой день, и вечером пытаемся включить, чтобы люди под напряжением хотя бы сидели. После многочисленных жалоб жителей был скорректирован режим отключения. Ограничения в электроснабжении домов будут введены согласно графику, представленному энергетиками 3 раза в неделю. Время выбрано с учетом того, чтобы люди комфортно могли утром собраться на работу, а вечером заниматься домашними делами, не беспокоясь об отключениях. Также электричество не отключают в обеденный перерыв. На данный момент проведено около 40% всех работ. Запланирован ремонт линий электропередач и в наследных района. В этом году еще по Ленскому району запланировано поселок Батамай, поселок Дорожный, микрорайон Чанчик. Замена внутренних линий передач 0,4 киловольт, это низкого напряжения. Там давно никакие работы не проводились, и там планируется полностью замена, капитальный ремонт, всю линию в поселках. По словам главного инженера ЗЭС Норбека Барбуева, впереди еще много работы, но она будет выполнена в назначенный срок. С проведенной реконструкцией линий повысится надежность электроснабжения города и всего района. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгринском районе за первое полугодие на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 49 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей по фактам употребления алкоголя. На одном из заседаний побывала наш корреспондент Александра Цыбикова. Статистика не радует. За первое полугодие 2018 года по фактам употребления алкогольной продукции несовершеннолетним заведено 14 материалов в отношении подростков 16-18 лет. За распитие пива и напитков, изготовленных на его основе, рост составляет 11%. 6 материалов в отношении взрослых. Вовлечение несовершеннолетних в употребление пива и напитков, изготовленных на его основе из спиртных напитков и одурманивающих веществ. Рост составил 33%. Уделяется особое внимание именно профилактике правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением спиртных напитков. На заседаниях комиссии рассматривается каждый факт употребления спиртных напитков и в отношении несовершеннолетних, и в отношении родителей.
выясняются все причины и условия совершения данного административного правонарушения. За первое полугодие произошел рост подростковой преступности на 17,4%. В том числе в состоянии алкогольного опьянения совершено 6 преступлений. На сегодняшний день в наркологическом диспансере на учете состоит 51 несовершеннолетний. Это 22 подростка до 15 лет и 29 до 18. Они находятся в группах риска по употреблению алкоголя и токсических веществ. На профилактическое наблюдение взято 22 человека. Хочется уделить особое внимание на то, что в этом году установлены неоднократные отравления алкоголем несовершеннолетних детей. И именно действительно в этом году, что алкоголь начали употреблять дети, которые менее 12 лет, 13-14 лет, оказывается им медицинская помощь. Конечно, тяжело, когда дети попадают в реанимацию. Для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ проведено тестирование на наркотические вещества в отношении 1984 несовершеннолетних. В школах и колледжах организована работа постов здорового образа жизни. Систематически проводятся индивидуальные разъяснительные беседы, встречи, практические занятия, лекции, тренинги, транслируются видеоматериалы и презентации по данному направлению профилактики. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Он утвержден в резолюции Генассамблеи ООН в 2009 году. Проект резолюции по этому вопросу был предложен Казахстаном. Соавторами стали еще 26 государств. Резолюция призывает к более активному просвещению и информированию людей о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия. Тему продолжит Анастасия Кобызева. До взрыва осталось 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Взрыв! 29 августа 1949 год. Тихую, размеренную жизнь маленьких поселений нарушает ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне. Мощность 22 килотонны. Никто из жителей близлежащих аулов не понял, что происходит. Люди выходили из домов, чтобы посмотреть на ядерный гриб. Ровно через 42 года полигон закрыли власти Казахстанской республики. За это время на Семипалатинском полигоне провели более 400 ядерных испытаний. В целом за всю историю опасного оружия мир сотрясался более 2000 раз. Ядерные испытания проводились и в советской Якутии. 12 раз, в основном в Мирнинском районе. Иван Бурцев 6 лет занимался изучением и ликвидацией воздействия радиации. Геофизик признается, страшно находиться на зараженной земле. Всегда, допустим, там одеждами следить. Одежду мы никогда с собой не перевозили, бросали, допустим. Ну, это мыться и прочее, это уже другое дело, обязательная штука. Здесь так вот всегда профилактик прохожу, лечусь, но не специально не для этого. То есть проблем со здоровьем? Нет, проблем нет. Как бы парадоксально это ни звучало, наличие ядерного оружия является сдерживающим фактором развязки Третьей мировой войны. Будущее разоружение, об этом все говорят, это возможно, но есть одно но, о котором мы тоже не можем забывать. Ядерное оружие, помимо того, что это оружие массового уничтожения, это еще оружие, которое может сохранять мир. Когда говорят о том, что будет Третья мировая война, то это невозможно в случае, если это именно происходит между мировыми лидерами. Да? Вот, так что, по идее, получается, что это дает право называться державой, великой державой, стране, которая имеет это вооружение. Однако в своем прошлогоднем выступлении на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил мировых лидеров, что угроза ядерного нападения сейчас находится на самом высоком уровне со времен окончания Холодной войны. Причина – ядерные и ракетные испытания Северной Кореи. Остается надеяться, что руководство всех ядерных держав прислушается к мнению ООН. Ведь ядерная война может стать для нашей планеты последней. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск. Потомки знаменитых полководцев другой гражданской войны встретились в Якутске. Внуки и правнуки красного командира Ивана Строда и белого генерала Анатолия Пепеляева собрались за одним столом, чтобы вспомнить своих выдающихся предков. Продолжит Юрий Осипов.
Многие годы эта история имела одну интерпретацию. Командир небольшого сводного отряда Иван Строд героически противостоял бандиту Пепеляеву. Но с годами имя белого генерала очищается от грязи. Большую роль в этом играют и его потомки. Это имя было вне закона при Советском Союзе. Когда архивы раскрылись, начали узнавать, оказывается, здесь его, Пепеляева, обвиняли как бандит, вор. А он был очень порядочный человек. И он говорит, не за свою карьеру военную я не подписал ни одного расстрела. И он говорит, никогда не брал ни одной копейки чужой. По словам внучки Ивана Строда, Ольги Русиной, не испытывал ненависти к своему противнику и сам знаменитый командир. Он был кадровый военный и делал свое дело точно так же, как это делал и Пепеляев. И тот, и другой боролись за освобождение российского народа. То есть надо смотреть, какие были цели у людей, и это вызывает восхищение. Поэтому вот это первая конференция на моей памяти, где ставится вопрос о примирении сторон, о покаянии, потому что много страданий гражданская война принесла. В Якутии прекрасно помнят об этой истории, как небольшой сводный красноармейский отряд Строда в местности Сагыл-Сагы выдержал 18-дневную осаду. Он отразил ряд сильных атак генералов Вишневского и Пепеляева. В его честь названы улицы по всей Якутии. Есть такая и в столице республики. Здесь, в городе Якутске, находится маленькая улочка, которой присвоено имя красного командира Ивана Строда. В 1958 году его имя было присвоено бывшей Интернациональной улице. По словам историков, это событие имеет большое значение. Это не просто примирение двух семей. Это символическое соглашение между красными и белыми. Но сегодня идет уже суд времени. Прошло 95 лет, и мы сегодня должны осмыслить вот те события, которые произошли и к чему они привели, и стараться не допустить гражданской войны на не только территории Якутии, но и по всей России, да и желательно по всему миру, чтобы будущее поколение жили более или менее счастливо. Завтра обе семьи посетят Алас Сагыл-Сагы Амгинского района и усадьбу Карманова, где проходили бои. Но главное, в знак примирения между семьями установят мемориальную доску. Юрий Осипов, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Другую историю успеха и собственного жизненного пути расскажут учащимся. В школах Якутии 1 сентября проведут урок России. Политики, общественники и другие успешные и известные выпускники поделятся с ребятами своими историями о том, как добиться высоких результатов на жизненном пути. Если нет возможности пригласить в школу гостя, то такой урок проведет директор или учитель, рассказав о героическом подвиге близкого человека, который оставил свой значимый след в истории. Ученые из Якутии за последние десятилетия открыли более 10 видов новых растений. На территории нашего региона более 2000 образцов, и это число увеличивается. Ежегодно новые виды растений завозятся с других регионов и стран. Подробности у Дмитрия Тымырова. Окрестности Якутска – Вилюйский тракт. Именно здесь ученые Института биологии совсем недавно обнаружили новый вид растений, который ранее никогда не произрастал в дикой среде. Вот как-то вечером мы выехали в лес тут, по Вилюйскому тракту и обнаружили новый для центральной Якутии вид недотрога текстари называется этот вид. В принципе, вид хорошо используется в озеленении. По словам ученых, он растет на этом месте уже несколько лет. Этому свидетельствовали прошлогодние и позапрошлогодние стебли. Это говорит о том, что вид хорошо адаптировался к нашим суровым зимам. Видимо, причиной этому явилось то, что зимы в последние годы у нас не столь суровые, как раньше было. Уже редко, когда за минус 50. И снежный покров вполне способствует тому, чтобы такие виды перезимовывали и адаптировались. Только за последние десятилетия ученые Якутии обнаружили около 10 видов новых растений. В гербарии Института биологии хранятся более 60 тысяч образцов растений. Каждое новое растение заносится в специальную папку и хранятся вот в таких ячейках. Заносные в основном сорные. У них много семян, они быстро адаптируются разным условиям, даже вот в наших северных условиях, поэтому распространяются быстро.
Ученые отмечают, все больше новых видов растений они находят вдоль рек и водоемов, в основном на территории южной части Якутии. Во-первых, Ленский, Алехминский, Алданский, ну и центральная Якутия. Потому что в основном семена попадают по реке, потом птицы, животные помогают. Но основным источником появления этих новых видов является человек в первую очередь. Потому что в основном это виды культурные, это виды сорные, те, которые приходят вместе с человеком в виде семян, в виде посадочного какого-то материала. И из-за того, что у нас в последние годы, я говорю, что климат становится более умеренным, вот они могут приспособиться. Ну, вот такие виды, как амарант, допустим, активно очень произрастает на территории и центральной, и южной Якутии. Флора в республике ежегодно пополняется новыми образцами растений. Ученые надеются, что и в будущем их количество продолжит увеличиваться, и призывают якутян бережнее относиться к окружающей природе. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Необычная четвертая смена в лагере «Орленок» Мирнинского района. В составе профсоюзные лидеры, работники социальных служб «Алроса» и дочерних предприятий компании. Впервые прошел выездной семинар-тренинг, организованный профсоюзом «Профалмаз» совместно с Управлением социального развития. 60 участников и 2 дня обучения с приглашенными тренерами. Причем все это в пионерской тематике. Красные пилотки и пионерские галстуки. Время будто вернулось вспять. Так началась необычная 4-я смена в лагере «Орленок». Социальные работники и профсоюзные активисты собрались на семинаре-тренинге, проводимом профсоюзом «Профалмаз». Место задает тон. Да? Мы все вообще в жизни очень, большинство из нас серьезные люди. Да? У нас очень много работы, и хотелось бы немножко людей переформатировать, перезагрузить. Перезагружались участники 2 дня. Учились мыслить нестандартно, изучали технику современного общения и развивали навыки публичного выступления. И все это на свежем воздухе. Практической информации, ту, которую можно применять каждый день. Нам раздали блокноты с ручками, поэтому это все записывается, потом осмысляется и просто применяется в жизни. У нас есть возможность неформально пообщаться с каждым, наладить какие-то связи, контакты более тесные, чем они были ранее. Я думаю, что это все пригодится очень в нашей совместной работе. Мы друг друга здесь узнаем в лицо, общаемся. Очень хорошая энергетика, все очень радостные. В общем, я очень доволен. Временными пионерами в эти дни стали более 60 профсоюзных лидеров, а обучали их приглашенные тренеры из Алтайского края, делились своим опытом и профессиональными секретами. Вернувшись домой, они все те методики, все те возможности, которые мы им показали, объяснили, показали, как это действовать, они будут применять у себя на примере в своей, так сказать, небольшом коллективе, да, для того, чтобы еще больше людей могло понять, насколько плюсов много у профсоюзной жизни. На семинаре не только обучались. Профсоюз «Профалмаз» также подвел итоги оздоровления работников и озвучил планы своей работы на следующий год. Специальные интервью с приглашенными тренерами, впечатления участников – об этом мы расскажем вам на нашем телеканале в ближайших информационных выпусках. Марфа Яковлева, Антон Каханский, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам!